Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как изымали наркотики у водителя «Лады» 15-й модели. Продал на пакет, что можете пояснить, задержанный? Не в курсе был. Его товарищ сбежал, как только увидел полицейских. Он пошел на заправку, мне сказал. А по факту его увидели, как он уходил через рельсы. Расскажем, как и почему перевернулся автомобиль на Горьковском шоссе. Там колея была, и меня повело вправо по колее. И как «Лада» влетела в трамвайную остановку. А также пьяный мужчина угнал «Ладу» в Казани и поджег иномарки в Нижнекамске. Это и не только прямо сейчас. Предположительно, наркотики обнаружили полицейские в машине молодого человека, который приехал с товарищем в Казань с Челнов. Один из мужчин ходил в зарослях у дороги, чем и привлек к себе внимание стражей порядка. Это место пользуется популярностью у закладчиков. Когда возвращался к машине, увидел полицейских и скрылся. Второму, который сидел за рулем машины, деваться уже было некуда. Его со всех сторон окружили патрульные автомобили. В машине есть что-нибудь запрещено? Не знаю, сзади лежала сумка, и возможно, это есть. Я видел там пустые пакетики. Молодой человек утверждал, сумка не его, товарища. Друг, увидев полицейских, убежал, оставив его одного. Он пошел на заправку, мне сказал. А по факту его увидели, как он уходил через рельсы. Я не в курсе был, стоял в точке там. На заднем сиденье его машины действительно нашли сумку, а в ней ювелирные весы, множество пластиковых пакетов, фольгу и несколько свертков с порошкообразным веществом. Продал на пакет, что можете пояснить, задержанный? Не в курсе был. Не в курсе? Нет. Сумка чья? Друга. Друга? Своего друга, рассказывает, знает месяца полтора. Познакомились в одном из чатов, где обсуждали дорожную обстановку набережных Челнов. Сам он из Елабуги, друг из Автограда. Он мне сам написал. Типа, хочешь подзаработать? Просто повозить меня. Вот я возил. Работы, говорит, было не так уж много. Возил его раза 4 по Челнам. В Казань приехали впервые. Платил, рассказывает, не так и много. Около 5000 за поездку, включая бензин. А катались, бывало, целыми днями. Когда заехали на улицу Васильченко, попросил остановиться рядом с заправкой. А сам вышел. Вскоре вместо него пришли полицейские. Он ушел, сказал, что на заправку. Но я не подал значения. Вот, минут через 7 как раз, может 10, там сотрудники подъехали. И он должен был возвращаться. Вот он, видимо, их увидел и пошел через рельсы. Найденный в сумке порошок изъяли, его направят на экспертизу, которая должна показать, что это за вещество и его массу. Изымаем, видите, да, упаковываем в пакет. Трогал ли молодой человек эту сумку и знал ли о содержимом, станет понятно после исследования смывов с рук водителя «Лады» и исследования отпечатков пальцев, оставленных на пакетиках, после чего в отношении него и будет приниматься процессуальное решение. Лина Изнатульна, Наиля Абдулин, «Вызов 112». Ущерб больше, чем в 200 000 рублей оценил 31-летний мужчина, который сообщил в полицию, что его избили и ограбили его новые знакомые. Он рассказал, что познакомился со своими обидчиками в одном из кафе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого пострадавшие избили, отобрали у него телефон, ценные вещи, деньги и золотые украшения. Нападавшие скрылись, а избитый мужчина тут же пошел в полицию. Оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции «Восход» совместно с отделением по раскрытию грабежей и разбоев Управлением МВД России по городу Казани провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили личности предполагаемых злоумышленников. 2 молодых людей были задержаны. Один из подозреваемых признал вину и сознался в содеянном. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Казани задержали 38-летнего мужчину, которого заподозрили в кражах электронных регуляторов температуры из подвалов многоквартирных домов. Он сам сознался в 5 кражах, рассказал, что проникал в подвалы и снимал электронику. К слову, стоимость похищенного им оборудования от 20 до 140 тысяч рублей за прибор. Свою вину он полностью признал и сознался в содеянном. Похищенное имущество было изъято. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Nissan Almera опрокинулся на крышу на Горьковском шоссе. Автомобиль, несмотря на наличие отбойника, который разделяет встречные потоки, оказался на встречной полосе и лишь чудом не врезался в другие машины. Движение в вечерний час пик было довольно плотным. Участник аварии один. Молодой человек рассказал Веронике Гайнудиновой, как и почему опрокинулся автомобиль.
жалко, что машина. Машина действительно немного поцарапана. Это если не считать продавленную крышу, вмятины со всех сторон, разбитые стекла и зеркала. Повреждений могло быть куда больше. Молодой человек сам признает, ему очень сильно повезло, что не задел ни один ни попутный, ни встречный автомобиль. Ну, там колея была, и меня повело вправо по колее. Я начал вращать руль влево и тормозить. Он ехал из Казани домой, живет и учится в Иннополисе. Рассказывает, это его первая авария. Права получил 2 года назад. Машину купил в прошлом году. Правил старается не нарушать, поэтому ехал километров 60 в час. Не ожидал, что на колее может так закрутить. Вот в этом моменте, где разделительная, тут меня начало вот на том бугре, на неровность, меня перевернуло. Я где-то на крыше еще вот проехался. Отбойник он не задел, на встречную полосу вылетел точно в том месте, где его нет. Говорит, зажмурился, когда открыл глаза, уже висел вниз головой. Ремень втянуло, и я уже висел вниз головой. Вот стегнул и вылез через вот это окно. Машину на колеса помогли поставить очевидцы. Они же посоветовали молодому человеку зафиксировать происшествие, а потом искать правды в суде, подав иск на организацию, обслуживающую эту дорогу. Вероника Гайнудинова, Наиль Абдуллин, вызов 112. «Лада Гранта» минувшим вечером влетела в трамвайную остановку на улице Арбузова. Водитель рассказал, что в произошедшем винит только себя самого. Ехал со стороны улицы Губкина, когда автомобиль закрутил и отбросил в сторону остановочного павильона. Ударившись несколько раз об высокий бордюр, машина остановилась поперек проезжей части. Оттащить автомобиль в сторону помогли очевидцы. Видимо, скорость была высокая. Надо было пониже, помедленнее ехать. Там просто достаточно много места уже было, и, видимо, из-за этого кто-то разогнался, что-то занесло, и управление не справился. Мужчина рассказал, что машину купил 2 месяца назад. Что делать с ней сейчас, пока не решил. К слову, это не первый автомобиль, который врезался в эту остановку. Вечером 9 января в это же самое место влетел водитель «Пежо». Автомобиль тогда металлической балкой проткнуло насквозь. Сильно повезло, что в момент столкновения там не было пассажиров. А буквально в 500 метрах от этого места на пересечении улиц Арбузова и Журналистов на трамвайные пути вылетела «Лада» 10-й модели. Ее водитель скрывался от автоинспекторов, но уйти от погони не вышло. Судя по следам, он даже не пытался повернуть направо и, перелетев через сугроб, остановился, врезавшись в забор. 28-летний водитель был без прав, находился в нетрезвом состоянии, а сам автомобиль был в угоне. Замок зажигания сломан, а провода соединены напрямую. Впрочем, факт угона мужчина не отрицал. В Нижнекамске ночью неизвестный мужчина поджег припаркованную во дворе иномарку. В том, что это поджог, не сомневаются ни пожарные дознаватели, ни полицейские. К тому же автомобиль стоял в поле обзора камеры наблюдения, и сам момент возгорания был снят на видео. Сам момент поджога зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на доме. Примерно в 3 часа ночи к машине подошел мужчина. В руках у него был черный пакет. Присев рядом с передним левым колесом, он поджег то, что принес с собой. На сегодняшний день пока проводится проверка по данному факту пожара. Установлены все обстоятельства дела. Пока предполагаемой причиной пожара является это умышленное действие по уничтожению и повреждению чужого имущества путем поджога. Меньше чем через минуту автомобиль уже был объят пламенем. «Опель» превратился в груду металла. Спасти его не было ни единого шанса. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило открытое горение автомобиля. Существовала угроза распространения на рядом стоящие автомобили. Пожарное подразделение было оперативно принято решение по тушению пожара. Пожар был ликвидирован в 3 часа 12 минут. Мотив поджигателя пока неизвестен. Сотрудники правоохранительных органов сейчас разыскивают подозреваемого в уничтожении чужого имущества. Рамиль Шайдуллин, Александр Халин и Булат Абдульманов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.